Надо говорить так просто, без всяких. Всем привет! Сегодня у нас поход за шиповником. В какую деревню идем? Заречье деревня. Ну как деревня? Не знаю, деревня это ли. Это поселок или деревня? Даже я не знаю точно. Да. Поселок или деревня, не знаю, но получается за рекой от Сыктывкара. Мост перешли, вот идем. Такой обзорчик. Погода шепчет, пока есть возможность, можно сходить. Взяли пакеты, 2 ведерка. Посмотрим по ходу пьесы, сколько соберем. Дома такие прикольные, смотрите, деревянные, рубленые, коми-дома. Кстати, эти дома стоят по 200-300 лет, наверное, да, Сань? Ну я точно Не, ну серьезно. Вот такие вот дрова вот иногда привозили в деревню. Горбыль называется. Собачка прикольная. Лаечка наша. Дома, конечно, прикольные. Вот сейчас пройдем, не знаю. Далеко идти, да? Полчаса. Полчаса? Угу. Посмотрим, какая там красота, говорят. Лепота. Вот такие интересные дома, смотрите. Прикольно. На 2 семьи, да? Ой, я такие. Смотри, вон шиповник. Мы сейчас после бани контрастный душ тут делаем. Что? Видишь, набирается воды. Ага. Гав-гав-гав-гав-гав-гав. Ведро для контрастного душа. Собачки кругом. Ясно. Ну, вообще как в американских фильмах. Вон, видишь, дом и береза. Смотрите, как он этот, В окне девочка маленькая. с каким рвением он рвется вперед. Бедная собачка. Я Гулять. предлагаю вот здесь пойти. по А этой если дороге. его отпустить, то Мне все. кажется, вряд ли он придет. Да? Да. Он не совсем слушается. Ладно. По этой дороге пойдем. Да. По полю мы пойдем. Да, она параллельно вот этой дороге почти идет. Идем по полям. Уже трава вся желтая. Идем по полю. И вот вдалеке от поселка один дом стоит. Говорят, живет мужчина один. Сам трактора собирает, технику. Своя пилорама у него. Ничего себе. И вот такой вот вид с окна у него получается, панорама выходит на город. Вот такая панорама у него с окна на город выходит. Просто класс. Живут же люди, елки-палки. Вот, прошли мы уже эту деревню. Идем в сторону реки. Кругом лес. Красота. Дороги такие лесные, вообще обожаю. Жить в таком месте, иметь домик. Просто благодать. Наслаждаться природой. Вот шиповник кто-то уже ободрал, правда. Ободранный шиповник. Сейчас я уже вижу, вроде как река там, речка. Значит, скоро мы уже придем на место. Да, вижу реку, я вижу реку. Сейчас даже подымусь. Специально заснять эту панораму. Не
знаю, видно, нет. Плохо видно. Сейчас зайдем за поворот и сниму хорошо. Ну вот, прошли мы уже эту деревню. Идем в сторону реки. Кругом лес. Красота. Дороги такие лесные, вообще обожаю. Река Сысола. Ой, как ему не холодно. Речка, реченька, река. Хана водные процедуры. Ёлки-палки, как Контрастный. красиво. Тут рыбачить можно вообще. Как раз вот на этих поворотах, вот это, изгиб туда, на этих поворотах рыба клюет хорошо. Ну да, там, как правило, на косах ямки. Да. Я это уж точно знаю. Мы это уже проходили. Как ему не холодно, да? Не, ему нормально. Все прогулки заканчиваются купанием в речке. Сейчас дальше пройдем. Подожди, это она как это? Да это кусок от реки, это не сама. Кусок. А там... Ну, вот сейчас мы дальше пройдем, и там Это как бы залив просто получается, залив, да? да. Понятно, я так и поняла. Река-то туда уходит, а это получается залив. Да, между речками получается. Все, ну тут рыба есть, конечно. Вот куда надо на рыбалку приходить. Место вот такое вот отменное. Кстати, мы еще обещали рыбалку заснять, но что-то как-то все Надо женщину на мосту заснять. получается. Все, двигаемся дальше. Плотина. Подходим к переходу на ту сторону. Только что снимали эту косу. Вот там сюда пришли, где она соединяется уже с рекой. Тут переход. Весной его заливает, и здесь вообще, даже где мы сейчас идем, тут полностью вода. А летом, когда падает вода, тут образовывается такой переход. В прежние года его всегда делали, то есть прокладывали здесь дорогу, чтобы мы могли здесь автомобили проезжать. Но уже с прошлого года, по-моему, уже подзабивают, короче, и чисто делают пешеходную тропинку. О, ничего себе. Эта дорога мне напоминает Гализгу. Ой, как красиво, елки-палки. А они куда идут? Там живут, что ли? Знаю. Видите, где приходится нам идти?
А это проблема. Может, за ошейник возьми? За ошейник. Бедолага. Да не бойся, не бойся. Боится. Трусиха, да. Это тут какая-то вообще камень наломня. Что это тут такое? Это что тут? Мост какой-то был, да? Или что? Судя по всему, развалился какой-то мост, да? Да, металлическая, типа баржа стояла. Ничего себе, вот это да. Ну я боюсь, да? Слушай, а там тоже дома есть, да? Люди туда пошли. Ну вот Сидорполой там находится. Как вы видите. Да? Там немного есть. Где только не живут люди, да? В каких только местах не проживают. Да, в общем, там парочку домов стоит, где живут люди. Они, получается, только пешком могут добраться. Это они оторваны, получается, зимой оторваны от всей цивилизации, что ли? Зимой, наоборот, не оторваны. Здесь лед. А, да. Ты сейчас оторваны. А если река поднимается, ведь по весне все, да? По весне, да, они оторваны. О, В общем, тут первые два дома. Раз. Там еще. В таком месте живут люди. Весной они вообще полностью отрезаны от цивилизации. Смотри, посмотреть пришли. на теплоход похоже, да, дом? Там козы бегают. Смотри, любопытные. Ага, за нами. Наблюдают. Козочки. Это можно считать центр Сидорполоя. Вон люди заготавливают себе дров на зиму. То есть они здесь конкретно живут, зимуют. Может, тут остановимся? И там вон привязаны. А там кто-то стоит, что ли? На всех деревьях пакеты привязаны. Почему? Смотри, шестиквартирка, ведь четырехквартирный дом. Развалюхи. Ну, там еще более-менее стоит. А там проживают, наверное, да? Там живут, Да ладно, ничего себе. Здесь уже Как называется, Сань, ты говоришь? Сидорполой, по-моему, если не ошибаюсь. Сидорпалы? Какой-то сидор. Сидор Шпалый. Вот здесь Сидорполой. такой дворик ухоженный. Там нормальный домик. Поленец хороший, машина стоит. Да. Жених какой-то богатый. И дом ничего тогда, и бал. Где только люди не умудряются жить, да? Это какое-то имя и фамилия. Бедные люди, приходится в любых местах жить. То мы вышли на окраину. Вот как раз здание ФСБ хорошо видно. Угу. Вон там ФСБ.
Югора. Храм. Это уже Вычегда, да, получается? Ну, это речка, которая идет на городской пляж. Я не знаю, Вычегда, не Вычегда это. Это, по-моему, Сысово, если я не ошибаюсь, а Вычегда впадает там. Там, да? За речкой. Получается, это окраина Сидорполя. И вот здесь последняя хижина, в которой кто-то живет. Сейчас мы тут будем подходить, и там как раз таки шиповник. Много шиповника растет. Крайние дома. Даже зимой можно моржевать. Да. Если бы еще банька рядом стояла бы. Вон там, по-моему, сосна очень красивая, видите, вдалеке. Угу. Заброшенный дом такой. Там кто-то живет на той стороне дома. Да, там вторая трава. Дрова за это, да. Ничего себе, так он же уже падает. Там практически, да? Печей в военное время. Вот он так красиво. Вообще настоящая деревня. Красиво, если это все в нормальный, приличный вид привести, будет неплохо. Местность такая красивая. В общем, мы подходим к шиповнику. Если он за последние 2 дня не отошел. Ну, как я 2 дня назад здесь был, и шиповника было море. Если тут пожилые люди живут, можно у них Всё. информацию об этой деревне. Мы пришли, спросить. Вон. А, все, пришли? да. Ничего себе. Ёлки-палки. Ну да. Он здесь шиповник. такой сладкий вообще. Мы на месте, ура! Красотища вообще. Мне очень нравится, как растет шиповник. И он такой крупнецкий здесь. Ты какое ведро берешь? Большое или маленькое? Да, любое. Маленькое или большое? Вон, смотри, сколько шиповника. Ну, здесь тоже нормально. Угу. Что, начинаем собор? Начинаем собор. Захват. Собор. Собор. Соборский захват. Вот это владение. Смотрите, вообще все просто усыпано. И люди тут походу вообще не собирают шиповник. Дороги. Хотя, возможно, да, лес тут вообще красивый. Туда дорога ведет тоже очень классное место. Не будем его выдавать вам, чтобы вы сюда не приезжали. Да. Мы находимся под Кировской областью. Да, Кировская область. Там, да, сосны красивые, все. Чтобы им собирать. Хана можешь примотать вообще. Хотя, возможно, у местных там вообще возле дома где-нибудь шиповник растет, да им. Потом прогуляться до той сосны. Да, можно. Я давно уже хотел ее посмотреть. Я сейчас ее заметил, надо посмотреть на нее. Ну давай быстро сколько-то соберем и... Давай, я думаю, что вот эти 8 литров будет собрать очень быстро здесь. На. Сколько успеем, соберем и потом пойдем Да. прогуляемся. Тут сосновый бор, что ли, проходит? А? Нет, там, двора, по-моему, нету там. Простой лес. Красотища. С этой стороны еще. Все, собирай. Вон сюда заходи. Здесь какая тропиночка такая.
и просто усеяно шиповником. Я туда. Все, давай. Всё. Поехали собирать. Кто с нами? Все, отключаемся, потом покажем, сколько мы собрали. Дергаем шиповничек. Ой, просто усыпано вообще. Уже мягкий шиповник, да? Прилипает к рукам. Или вишня, или не знаю. А мне напоминает он, знаешь что? Либо барбарис, либо кизил. На кизил похож. А, да, согласен тоже. Ну, я знаю, что, но все равно вот так вот прищуришь глазки. Кажется, что это... А еще похоже на барбарис, только барбарис с белыми пятнышками. Ой-ой-ой, диво дивное. Собираем. Я могу из нее очень заслепить вам. Снеговика. Вдалеке там машина. Зелок вдалеке там видно. Чей-то заброшенный. А может и не заброшенный. Собираем. Грабим население. Грабим население. Воруем шиповник. Я смотрю, он здесь вообще как сорняк, по-моему, растет. Еще немножко осталось. Сколько там набрала? До полного ведерка, не знаю. Ведро 5-литровое, тут есть мерка. Ну, наверное, еще литры 2, наверное, мне кажется. Да? Чуть-чуть. Чуть-чуть осталось, руки вон рабочие. Уже это самое прилипает, все уже тяжело как-то обрывать. А запах, ой, какой запах, если бы только слышали этот запах. Ой, такой вкусный. Сейчас мы, в общем, доберем. И Там будем, еще интересно, вдалеке есть дома? будем на связи. Да. Нет. Нет? Все, друзья, мы собрали уже шиповник. Ведро. Там еще у сына есть. Идем смотреть на какие-то ели. В сторону реки. Тут, оказывается, уже прошли вот эту деревню. Река не Сысола протекает, а Вычегда. Вышли на Вычегду. Я такая вся чумазая от этого шиповника. Дорога, дорога, дорога без конца. Мы потом отсюда выйдем, пока не стемнеет. Просто нам еще речку переходить, этот мост опасно. Такая идеальная елка Вау. Елка. для новогодней. Ух ты. Такая макушка, да? Ой, красота. Ой, она такая пушистая. Иди туда. Давай пешком. Невероятно здоровые стволы у ели. Конечно, на камеру немного меньше кажется. Во. Вообще могучие ели. Это ты домой. Это вам. Нет, это ты домой в деревню. Маме, что? Не-не-не, им не нужно, честно. Елочки тут такие красивые тоже стоят. Вообще, тут очень много елей.
маленьких елок. Как на подбор вообще, под Новый год. Только пилить мы их не будем. Пришли какой-то там, не знаю, среди леса что-то, какая-то типа палатки, что ли, непонятно. Не Что палатки, это там такое? какое-то местечко для сбора. Какие-то тут сама встретила. Не, а тут красиво, да, как будто внутри. Да, здесь можно обряды делать какие-нибудь. Кострище. Может, тут кладбище, могилка чья-то. Я надеюсь, что нет. Ты- Нет, это просто местные, наверное, отдыхают здесь. Интересно, как будто... Ну-ка, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Короче, как соты Не знаю, у построены. кого что, да? Да, у кого что, ну, нет. Ты- Вот, ты- смотри, не споткнись. Интересно, еще какая-то пленка, клеенка так. Я так понимаю, это от ветра. Мгм. Пожалели пленку. Что-то здесь было. Или от посторонних глаз. Или от ветра. Может быть, мужик скажет. Он наверняка знает, что здесь происходит. Мы будем сейчас интересоваться. Ну, мне здесь нравится, потому что здесь можно посидеть. Клеенка, главное, да, такая, сколько метров не пожалели. Ничего себе, для чего-то ведь это было. Видно, Так и деревья сами здесь так растут кругом. Чистого, да? Тут место такое мне нравится, смотри. Лесочек, да, как красиво. Интересно. Там дедушка увидит, скажет, что это они туда. Что Да там не, я такое думаю, ничего не будет. за сборище? Хан, хан. Нам осталось, в общем, посмотреть Ага. сосну красивую. Да, сейчас мы к ней подойдем. Собака на нас гавкает. Вот этот грузовичок, дом, там развалины. Но с краю в хате живет кто-то. Здесь огороды даже есть, представляете? Банька там вдалеке. Ёлки-палки. Вот это люди забрались сюда. Сейчас идем смотреть специально красивую сосну. Она, говорят, какая-то необычная. Я уже вижу ее вдалеке. Но она действительно необычная какая-то. Вот эти, по этим местам, говорят, ходят медведи, выходят. Очень жутко. Как-то люди тут живут. Ой! Действительно оно какое-то необычное, да? Дерево, сосна. А ветки, наверное, были отпилены, да? Прикольно. Стол. Типа как, знаешь, на березе кап вот эти вот торчат, вот эти вот выпуклости. Это как Да, как кап грибы на... какие-то. Да, как на березе кап. Высокая сосна. Капец. На нее залазить можно, да? Залезть запросто. Хан, хан. Хан, давайте я на камеру заснимем. Красавчик. И красавчик сейчас как цапнет, мне пол руки оттяпает, может? Не. Нет, хан, красавец, красавец. Привет передай моим подписчикам. А ну-ка, скажи, подписывайтесь, кто не подписался. На канал Мама Музыканта. Давай, красавчик, давай. Мы тебя слушаем. Что получается? Что там, она обвязана, что ли? Да, металлический, почему проволоку обмотал. А зачем? А ты что, хочешь отмотать? Да. А зачем? Она же растет и... А может, его специально обмотали? Да, я не думаю. Может, для чего-то это? Чтобы укротить его. Ой, на солнышко Солнце. вышло. Нам надо успеть, короче, дойти до речки этой, перейти, главное, ручей. Страшный этот ручей. Речка, реченька, река. Нам надо успеть перейти этот мостик через реку эту. Солнышко вышло нам. Красавица сосна, да? Вообще. Стоит одинокая тут. В поле в каком-то.
Кругом лес. Все, ну, подходим к переходу, к перевалу. Да. Сейчас снова Хану придется пережить очередной стресс. Уже этот по-тихому сдает назад. А я туда пойду. Пойду. Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет, да? Мама тоже как хан. Пока первый идет. Все. Короче, надо будет так же. Смотри, он снимет этот. Бедолага. Не бойся. Ой, такой здоровый хан. Саня, сам держись. Подожди, Саня, подожди. Ногу подними. Ушли. Я не смотрю туда. Я пошла, да? Второй пошел. Все, на месте. Второй пошел. Как будто морозец, да? Руки замерзли. Ветер. Да, приключения. Вот так, мои хорошие. Вот такая вылазка у нас сегодня была за шиповником. Так что вот так вот. Пишите комментарии на моем канале. Подписывайтесь на канал Мама Музыканта. Ставьте лайкосики. Нажимайте на колокольчик, не забывайте. Всем спасибо, кто был с нами. Всем пока. Ну и будьте здоровы.